Следующее, я хотел бы затронуть тему уголовного преследования и насилия в отношении лиц гомосексуальной ориентации. Гомосексуальность до сих пор уголовно наказуема в Туркменистане. Уголовный кодекс 2023 года по-прежнему предусматривает до 2 лет лишения свободы за добровольно однополые отношения в соответствии со статьей 133. В некоторых случаях также может примениться наказание в виде принудительного переселения сроком до 3 лет. Несмотря на прежние обсуждения вопроса дискриминации, никаких существенных реформ не было проведено. Имеется ли у вас информация о расследовании или судебных делах, возбужденных по статье 133 за добровольно однополые отношения? Если да, могли бы вы поделиться этими данными? Учетные органы ООН и договорные органы неоднократно рекомендовали Туркменистану пересмотреть соответствующее законодательство. Приняла ли государственная сторона какие-либо меры для выполнения этих рекомендаций? Также вызывает обеспокоенность информация о жестокости полиции, мотивированной сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Это оказывает устрашающее воздействие и мешает жертвам обращаться за защитой. Имеются сообщения о рейдах, проведенных сотрудниками полиции в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. После выхода документального фильма под названием «Невидимая радуга Туркменистан». Можете ли вы прокомментировать это сообщение? Также поступали данные о том, что лица, высказывающие по теме гомосексуальности, подвергаются риску задержания, пыток или унижения, а тех, кто подозревается в гомосексуальности, подвергают анальным обследованиям, что является формой сексуального насилия и унижения. Согласно сообщениям, представители ЛГБТ-сообщества сталкиваются с тяжелыми формами преследования, включая произвольное задержание, физическое и сексуальное насилие, принудительные медицинские процедуры и вымогательство. Просим прояснить эти сведения и указать, какие меры были или будет приняты для гарантии прав ЛГБТ-людей. Уголовное преследование гомосексуальности, отсутствие прозрачности в вопросах ВИЧ и системная дискриминация в Туркменистане создает враждебную среду для ЛГБТ-людей, живущих с ВИЧ. Страх перед арестом, насилием со стороны полиции и стигма мешает многим обращаться за жизненно необходимой медицинской помощью, что усугубляет риск для здоровья и ведет к нарушениям прав человека. Имели место случаи, иллюстрирующие разрушительные последствия, когда людям приходится выбирать между тюремным заключением и отказом от лечения, которое может спасти им жизни.
Примет ли государственная сторона меры для полного и недискриминационного доступа к диагностике и лечению ВИЧ для всех, включая ЛГБТ-людей? Как я уже упоминал вчера, для всех лиц, находящихся в местах лишения свободы, должны быть предусмотрены своевременные и эффективные медицинские осмотры. Следует также внедрить меры профилактики инфекционных заболеваний. Планирует ли государственная сторона ввести правовые гарантии конфиденциальности информации пациентов, проходящего обследование на ВИЧ, включая защиту данных о сексуальной ориентации или гендерной идентичности от разглашения правоохранительным органам? Обеспечит ли государственная сторона разработку и внедрение медицинского протокола по оказанию помощи трансгендерным людям в соответствии с международными медицинскими стандартами, а также проведение обязательных обучений медицинского персонала? И, наконец, будут ли обеспечено систематическое обучение сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и судей международным стандартам в области прав человека, касающихся сексуальной ориентации и гендерной идентичности, чтобы гарантировать соблюдение международных обязательств? Добрый день, я Давид Омаров и основатель инициативы «Невидимая радуга Туркменистан». Я говорю с вами не только как активист или координатор или представитель инициативы, но и как человек, который пережил на себе насилие, унижение и пытки за свою сексуальную ориентацию. Я знаю, что значит бояться выйти из дома, бояться слова «полиция», боятся даже просить о помощи, потому что в ответ ты получишь не защиту, а новое насилие. И, к сожалению, большому к сожалению, это не исключение. Это системная практика в Туркменистане. В Женеве на заседании Комитета против пыток ООН 24 апреля было озвучено то, что мы добивались годами. Член комитета прямо заговорил о криминализации гомосексуальности в Туркменистане, о статье 133 УК Уголовного кодекса Туркменистана, о пытках, о насилии, о полицейских рейдах, в том числе о невидимой радуге Туркменистан. Он поднял такие вопросы, которые в Туркменистане, на секундочку, просто запрещены, из-за которого людей избивают, сажают и унижают. Также он упомянул, что лица, которые подозревают в гомосексуальности, подвергаются произвольным задержаниям, насильственным медицинским процедурам, осмотрам, сексуализированному насилию и шантажу. Это именно то, о чем мы говорим уже много лет на самом деле. Он также подчеркнул, как страх перед полицией мешает ЛГБТ-людям с ВИЧ-положительным статусом получать медицинскую помощь. Еще потребовал гарантии конфиденциальности в ВИЧ-центрах и призвал к обучению медиков и полицейских международным стандартам. Это безусловно важный момент, что на таком уровне было озвучено все ключевые факты, абсолютно. Это долгий путь, который мы прошли с помощью правозащитников, журналистов, экспертов, активистов и неравнодушных людей. Я благодарен всем, кто поддержал и помогал нам быть услышанными. Спасибо вам огромное. Мы действуем, на самом деле, в условиях, когда невозможно называть фамилии не из-за того, что отсутствует доказательства, а потому что жертвы – живые люди. Умолять не называть свое имя. Я не переживу допрос. Мне страшно за свою жизнь, мне страшно за свою жизнь близких и родных. Даже если человек, у которого последней стадии СПИДа, он скажет вам: пожалуйста, не говори мое имя, не говори мою историю. Это реальность Туркменистана, где даже слово «полиция» вызывает у людей паническую атаку, где жалоба – это сигнал для новых издевательств. Большинство жертв остаются безымянными, чтобы остаться в живых. Даже те, кто уже пострадал, боятся свидетельства. Почему? Потому что знают, система не защищает, она добивает. Когда туркменская делегация говорит: дайте мне фамилии,
это не поиск справедливости, это попытка расправы, это ловушка. Потому что любой, кто осмелится назвать свою фамилию, имя, будут немедленно схвачены, арестованы допросом, издевательством. И именно поэтому люди молчат. Когда представитель авторитарного режима говорит такие слова, это просто оскорбление, это откровенное лицемерие, хамство, демонстративное презрение к тем, кто страдает. Он саркастически так и благодарил за внимание к ЛГБТ, словно это не люди, а анекдот какой-то. Он повторил старую такую живую риторику. Дайте фамилии, даты, тогда и рассмотрим. Это вот показывает, как работает система. Вы сами создаете атмосферу страха, где жертвы боятся потом называть свое имя. А потом говорите, нет доказательства, нет доказательства. Почему? Где они? Он говорил не только о ЛГБТ, он свел к общим заявлениям все упоминания пыток, репрессий, насилия над заключенными, преследований журналистов, правозащитников, активистов, политических заключенных. Он отверг реальность, он отверг все аргументы. Это лакеи тирании, страшные люди, очень страшные. И вы должны понимать, с какой системой приходится противостоять. Обратите внимание, кто сидел рядом в этом заседании. Шамшад Атаджана, представительница правительственных структур Туркменистана. Именно она в прошлых международных обсуждениях открыто заявляла, что отмена статьи 133 Уголовного кодекса Туркменистана противоречит туркменской культуре и традициям. Она прямо оправдала репрессии и дискриминацию национальной спецификой. Ее присутствие за столом просто, да, это демонстрация того, что власти Туркменистана не только не собираются отказываться от этих репрессивных норм, но и считает их частью государственной идеологии. ЛГБТ-люди в Туркменистане сталкиваются, я не знаю, с чего начать, если честно, чудовищной реальностью. Тюрьма – лишь один из элементов. Есть посторонние угрозы, шантаж, насильственные допросы, конверсионная терапия, сексуализированное насилие. Люди боятся даже подозрения. Молодых людей вызывают в полицию, раздевают, издеваются, снимают это на видео, чтобы потом шантажировать. Те, кто живет с ВИЧ-статусом, часто лишены лечения. Почему? Потому что боятся прийти в больницу, зная, что врач может выведать информацию в полицию. Об этом говорили и комитет. Это медицинское, социальное преступление, трагедия. Когда я говорю, что Туркменистан – страна, где за ориентацию можно попасть в тюрьму, я не обобщаю ни в коем случае. Я говорю о том, что пережил сам. И за каждого, кто просил не называть его имя, я обязан говорить. За тех, кто боится, за тех, кого уже нет. Я не верю в добрую волю диктатуры, ни в коем случае. Но я верю в международную солидарность и сам солидарность. Еще очень важные слова. Всем ребята, ты не проблема, ты не позор, ты не позор нации, ты не родился рабом, ты не ошибка, ты достойный быть любимым. Неужели традиционные ценности Туркменистана – это преследовать этих людей? Неужели традиционные ценности Туркменистана – это преследование? Неужели это убийство своего дитя, своего ребенка, сына или дочь убивать – это нормально, это традиционные ценности? Это разве так?